Праздник со слезами на глазах. Знаменитая строчка известной песни – самое точное определение дня 9 мая. Задолго до начала торжественных мероприятий у памятника неизвестному солдату стали собираться люди. Здесь нет безразличных и безучастных. Всех связывает общая история Великой Отечественной войны. День Победы 9 мая стал поистине семейным праздником, ведь многих ветеранов уже нет в живых. И в память об их подвиге дети и внуки героев каждый год возлагают цветы к подножиям обелисков. Они также главные участники бессмертного полка. Люди поздравляют друг друга, делятся воспоминаниями, рассказывают о подвигах своих отцов и дедов. Два моих родных дяди остались там на войне. Отец, что сделаешь, война есть война. Надо было защищать свое отечество, своих детей, своих внуков. Они, не щадя своей жизни, все положили на алтарь победы. И эта победа действительно, вот у меня слезы выходят, правильно сказали, радость со слезами на глазах. Сегодня большой праздник, великий день, День Победы. Всем желаю здоровья, счастья, радости. Очень жаль, что становится меньше ветеранов. Мы пришли сегодня почтить память нашего дедушки, который был героем, который нам дорог. Всем добра, всем мира, всем радости. Тем ветеранам, которые остались, долгих лет жизни, здоровья. И чтобы мы уважали и чтили их возраст, их заслуги перед Родиной, благодаря которым мы сегодня существуем в этом мире. Для моего отца это был самый святой праздник. Он воевал на Черноморском фронте, он дорожил своими наградами. Только в 1947 году он вернулся, воевал с 1941-го, еще 2 года на восстановление оставался. Чувство переполняет меня. Поздравляем всех ветеранов Отечественной войны, тех, кто дожили до сегодняшнего дня, здоровья, долголетия. Всем, кто сложил голову и дожил до сегодняшнего, вечная память. Мы гости этого прекрасного города, и этот праздник, конечно, для нас очень много значит. У нас родители воевали, к сожалению, портретов нет с собой. Но этот праздник – это, наверное, самый большой праздник в жизни, который может быть. У меня папа в блокаде Ленинграда воевал. Мама с 41-го от Москвы до Кенигсберга дошла. Тоже офицер, вот я в семье офицеров родился. Самый главный праздник в году – это этот. Мой дедушка Великую Отечественную войну он начинал на Втором Украинском фронте. Совершал подвиги, получал вот его награды. О войне он не рассказывал. Это сейчас вот по историческим подняли документы, там узнали, в плен брал языков, за это вот награжден. Боевой путь, был дважды ранен. Вот. Ну, сейчас учим детей, чтобы не забывали. Звучат салюты в честь погибших и живых, всех тех, кто голову сложил, отчизну защищая. Мы имена навек запомним их, ведь жизнь они за нас свою отдали. Невозможно привыкнуть к щемящему чувству в груди, когда преклонных лет ветераны, волнуясь, превозмогая боль, кладут цветы к памятнику неизвестному солдату, вспоминая тех, кто был рядом в страшные дни войны, но не смог вернуться. Президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварджия, премьер-министр Геннадий Гагулия, члены правительства Абхазии, депутаты, военнослужащие, общественность и школьники. В этот день вся страна склоняет головы перед подвигом солдат Великой Отечественной войны, перед героизмом и самоотверженностью советского народа. Минута молчания в память о погибших открыла торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. С праздником ветеранов и всех присутствовавших поздравил вице-президент Виталий Габния. История 9 мая – это символ безмерного подвига советского народа. На истории символов, обелисков строится и воспитывается патриотизм
и дух народа в поколениях, любовь к родине. Гуляя по набережной с детьми в течение года, мы должны находить возможность возлагать цветы к памятнику неизвестного солдата, молиться за мир, воспитывать в поколениях благодарность за воинов, которые сложили голову за нашу свободу. Преклоняя колено перед мужеством бессмертных, пожелаю нам всем мира и благоденствия, сил и мудрости. Дорогие ветераны, вы являетесь символом этой великой победы в лицах. Поздравляем вас с великой победой! С великой победой народа Псны! Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносакирский зачитал поздравительный адрес от имени президента Российской Федерации Владимира Путина. Председатель Республиканского совета ветеранов Алексей Шония поздравил народ Абхазии с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил за внимание, которое уделяется всем участникам войны. Многочисленные слова благодарности и уважения звучат сегодня в адрес ветеранов. И сколько бы слов не было сказано, это всего лишь малая часть того, что мы можем сделать в ответ на их бессмертный подвиг.